Сегодня Дамаск обвинил США и Саудовскую Аравию в создании коридоров безопасности для боевиков группировки «Исламское государство» в Мосуле. По этим коридорам боевики будут уходить из-под ударов союзников на территорию Сирии, уверены сирийские военные. Командование армии Ирака информацию о коридорах для боевиков не подтверждает. Сегодня войска коалиции продолжили наступление на Мосул. Самый защищенный город подконтрольный ИГИЛ находится практически в кольце. Власти в Багдаде говорят, что освобождение Мосула ознаменует крах исламского государства на иракской земле. Проследим за ходом сражений прямо сейчас. Облака ядовитого дыма поднимаются над пустыней, окружающей Мосул. Боевики так называемого исламского государства подожгли нефть в траншеях, чтобы сдержать наступление сил коалиции. И это только начало. Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест накануне заявил, что боевики будут прятаться не только за черным дымом, но и за спинами мирных жителей. По оценкам ООН, в зоне активных боев могут находиться до 1,5 миллиона человек. Этого наступления обе противоборствующие стороны ждали несколько месяцев. Пока коалиция собиралась силами, боевики исламского государства зарывались в Мосуле под землю. Так BBC со ссылкой на одного из боевиков ИГИЛ сообщала, что по всему городу прорыты туннели и оборудованы бункеры с запасом продовольствия на 5 лет. А еще у исламистов якобы есть множество грузовиков, заполненных взрывчаткой, и снаряды с горчичным газом. Но, возможно, и это еще не все. Была даже такая информация, что боевики активно тренируют детские подразделения. То есть детям, там, несовершеннолетним раздают пистолеты, автоматы. Ну, кто что способен на себе утащить, потому что все-таки оружие тяжелое. Ну, и эти дети, как ожидается, тоже будут участвовать в защите города. Им, конечно, промыли мозги, но сути дела не меняют. То есть вот как, например, воевать с детьми, не очень понятно, да, тем же французам или американцам. Поэтому, конечно, штурм будет тяжелый. Проверить данные об истинном положении дел в Мосуле невозможно. Однако в коалиции явно готовятся к длительному противостоянию. Эта битва принципиальна. Террористические атаки на Францию были организованы именно отсюда. Поэтому нужно ударить в сердце ИГИЛ. Но это будет долгая битва. Блицкрига не будет. Потребуется недели, возможно, месяцы. Скорее всего, слова французского министра – это обычная осторожность. Все-таки силы очень неравны. Против 6 тысяч боевиков ИГИЛ выступают 30 тысяч военнослужащих иракской правительственной армии, до 15 тысяч бойцов курдских отрядов Пешмерга, они же идущие на смерть, 7 тысяч шиитских ополченцев и 3 тысячи натренированных Турцией иракских суннитов, плюс 5 тысяч американских солдат, военнослужащие из Франции, Германии и даже австралийский спецназ. Однако есть опасения, что победа коалиции над ИГИЛ в Мосуле обернется новым вооруженным конфликтом. Три основные стороны – это сунниты, поддерживаемые Турцией, курды, которым помогает США, и иракское правительство, шиитское. Они все полагают, что город должен принадлежать им. Противоречия между ними имеют очень давнюю историю. Как они будут эти противоречия решать, совершенно непонятно. И я не вижу пока реалистичного пути разрешения этих противоречий. Я думаю, что на данном этапе это просто невозможно. Поэтому конфликт между этими тремя сторонами очень и очень вероятен. Город может превратиться в Бейрут 80-х годов, где все воевали против всех. Между тем, войска коалиции продвигаются к Мосулу с боями. Официальные лица уже отчитываются о первых успехах. Мы уже освободили от ИГИЛ 200 квадратных километров территории. Но это только первая фаза операции. Авиация и артиллерия коалиции продолжают бомбить окрестности Мосула. Боевики ИГИЛ уже размещают видео с подрывами военной техники союзников. В самом городе, между тем, остаются сотни тысяч мирных жителей. По озвученным сегодня оценкам ООН, в ближайшее время стоит ожидать до 1 миллиона беженцев. Сергей Данилочкин, обозреватель настоящего времени, со мной в студии. Попробуем разобраться, что будет происходить в Мосуле и под Мосулом в ближайшие дни. Вот сообщение, Сергей. Сирийская армия будет рассматривать террористами всех, кто незаконно проникает на ее территорию через границу с Ираком. И далее. Командование отметило, что незаконное проникновение на территорию Сирии со стороны Ирака будет расценено как нарушение суверенитета республики. Имеется в виду командование армии Асада.
Отмечается, что Дамаску с самого начала операции по освобождению иракского города Мосул от ИГИЛ стали ясны враждебные планы по предоставлению коридоров безопасности для террористов. Ну, судя из этого сообщения, если так его рассматривать, сообщение, кстати, агентства ТАСС российского, можно предположить, что Башар Асад не очень доволен тем, что международная коалиция взялась за ИГИЛ. А, по крайней мере, опасается, что люди из ИГИЛ перейдут на сирийскую территорию, хотя они и так это могут делать. Что на самом деле, какие цели, как тебе кажется, преследует в этом смысле тогда Асад? Я думаю, что, во-первых, Башар Асад хотел бы, чтобы ИГИЛ ослабевал и на территории Сирии. Его, в общем, не сильно интересует сейчас, что происходит с ИГИЛ на территории Ирака. В отношении предупреждения о переходе через границу любых вооруженных лиц, это предупреждение относится не только к бойцам ИГИЛ, но это предупреждение... В первую очередь относится, скорее всего, к тем, кто борется с ними. В сирийской свободной армии, которую, кстати, поддерживает в том числе и Запад, утверждают, что ИГИЛ, как территория, контролируемая разрозненными боевиками, и режим Асада, в общем, координируют свои действия, сотрудничают, по крайней мере, в вопросе газа и нефтедобычи, потому что не секрет, что основные месторождения находятся на той территории, которую ИГИЛ контролирует. Значит ли это, что атака на ИГИЛ сейчас не вполне выгодна Дамаску? Это правда. Сотрудничество определенное по теме, вот, о которой мы говорим, это тема нефтегазовая, оно, очевидно, существует, но режим Асада заинтересован в получении энергоресурсов. И готов мириться с чем угодно. ИГИЛ надо куда-то эти ресурсы девать. Есть миф, есть миф, который поддерживают в том числе и некоторые сирийские группировки, что Асад и ИГИЛ — это чуть ли не близнецы-братья. Как ты думаешь, это так или нет? Для этих группировок, возможно, это и так, потому что и та, и другая сторона вот этого треугольника для этой оппозиции представляет собой вооруженного врага. Поэтому и та, и другая сторона для этих оппозиционеров является просто критически опасной. Битва за Мосул в идеологии ИГИЛ имеет какое-то решающее значение? Следующая битва — это битва за Раку, мы понимаем. Город священный для ИГИЛ, как мне кажется. Стратегически, естественно, это имеет значение. А религиозно? В религиозном плане город Мосул был обозначен как столица будущего халифата. Халифат должен находиться где-то на территории Ирака и Сирии, но Ирака прежде всего. Для них важно создать определенную мифологию, которая говорит не о прошлом, а скорее предсказывает будущее. И эта мифология, она корнями своими уходит в глубокое прошлое. Значит, они из прошлого экспортируют некий рассказ, который они хотят превратить вот в настоящую реальность сейчас. И чем ближе как бы их военный разгром, тем для них выгоднее использовать эту идеологию и запугать всех окружающих, что если вы будете сидеть сложа руки, вам все равно будет плохо, потому что вы не попадете туда, куда бы вы хотели, в рай. То есть в рай не попадете, поэтому идите воевать. Да. Ну, собственно, то, что объясняют много экспертов по поводу ИГИЛ, и то, что сейчас происходит в Мосуле, мы будем, видимо, наблюдать в развитии в ближайшие дни. Спасибо большое, Сергей Данилочкин, обозреватель «Настоящего времени» в студии.